Борьба с коррупцией и беззаконием продолжается. Глава ГКНБ на своей второй пресс-конференции начал с подробного отчета. Сколько дел возбудили, сколько денег вернули в казну и сколько еще собираются вернуть. Работа непочатый край. По делу Матраимова главный чекист рассказал о том, что бывший замглавы ГТС, который решил сотрудничать со следствием и возместить ущерб государству, оказывается, уже внес 2 миллиарда сомов. Матраимов активно сотрудничал и даже сам рассказал, каким образом нанес ущерб. К примеру, на вопрос о том, где он взял такие огромные деньги, Матраимов ответил, что с каждой машины таможня брала от 500 до 3000 долларов в виде взяток. За его время работы мы посчитали примерно, сколько машин должно пройтись, и каким-то образом ущерб оттуда тоже вышло. Так? Он открыто рассказывал. Да, он открыто рассказывал фамилии тех людей, с кем он это делал. Так? Я уже, по-моему, назвал вам фамилии нескольких людей. Там начальник Ольской таможни там был, замначальник республиканской таможни был. Так? И с них мы возместили около 53 миллиона сомов. Эти схемы позволили бывшему замглаве таможни сколотить огромные деньги. Сейчас он вернул государству 1 миллиард 400 миллионов сомов наличными. Остальные 600 миллионов в виде недвижимости. К примеру, крупный торговый центр, принадлежащий экс-главы таможенной службы Раймбеку Матраимову, теперь будет принадлежать государству. В качестве возмещения ущерба Матраимов также отдал 9 квартир. В них будут жить сотрудники ГКНБ. Обращение в доход государства недвижимое имущество в виде одного торгового центра и 9 квартир на сумму 600 миллионов сомов. Так. Торговый центр мы собираемся передавать государству, которое государство и далее будет получать доход, а 9 квартир оставляем для сотрудников ГКНБ. Из них одна квартира, она большая, 250 или там, я не знаю, 280 метров в квадрате. И эту квартиру, большую квартиру, конечно, никто из наших сотрудников не может жить. Мы хотим передать детскому дому. Среди владельцев большого количества квартир в Бишкеке, нажитых незаконным путем, по словам главы ГКНБ, немало и служителей Фемиды. К примеру, у одного из задержанного судьи по факту незаконного обогащения нашли 20 квартир. Ранее АКС ГКНБ установила факты незаконного обогащения со стороны судьи судебной коллегии по гражданским и экономическим делам Верховного суда Камиля Османалиева. Таких нечистых на руку судей, по словам Камчебека Ташиева, много. В ближайшее время начнутся задержания. Недавно в отношении председателя Верховного суда Гульбары Калиевой возбуждено уголовное дело. Жоғары сот 35 сот бар екен, бары 570 джиптерде жүрішеді. Судьи ездят на Lexus 570, Mercedes и Гелендваген. У них есть хоромы, а в декларации указывают ВАЗ-2107. Пока будут такие факты, общество не поменяется. Они должны жить согласно декларации. Если у них квартира в хрущевке, то, соответственно, они и проживать там должны. Нам нужна социальная справедливость. 4 человека из Верховного суда уезжали отдыхать в Дубай. Это по предварительным данным 15-20 тысяч долларов. У некоторых судей шуба стоит 5 тысяч долларов. Откуда такие деньги? Демалып келген есептесек эле 15-20 мың доллар акча болот экен. На сегодняшней пресс-конференции Камчебек Ташиев также сообщил, что скоро будет задержан один из действующих депутатов Джорку Кенеша за преступление, совершенное много лет назад, но тот уже готов возместить ущерб государству. Далее журналисты смогли задать свои вопросы главе ГКНБ, один из которых касался судьбы бывшего президента Атамбаева. Будут ли против него возбуждены дополнительные уголовные дела? На что Ташиев ответил: «Я не могу ничего сказать об Алмазбеке Атамбаеве и его привлечении к другим уголовным делам. Завтра я намерен посетить его. Честно говоря, состояние здоровья Атамбаева не очень хорошее». Главный чекист также сообщил, что за 3 месяца работы ГКНБ вернул государству 2 миллиарда 700 миллионов сомов по коррупционным преступлениям. Бакыт Кульчуманов, Халыс Сакибаев, Нью ТВ.